Ну, сегодня действительно хороший антураж. Посмотри, как много людей сегодня пришло посмотреть на футбол. Вот наша трибуна, на которой мы находимся, она практически полностью забита людьми. Да, противоположная трибуна не так, конечно, плотно людьми у нас забита. Ну что ж, давай, наверное, назовем с тобой стартовые составы. Я начну со Слуцка. Команда играет по схеме 4-1-4-1. В воротах 30 номер Илья Броновец, 4 защитника. 4-й Алексей Бутаревич, 25-й Илья Рощеня, 5-й Эдуард Жевнеров и 20-й Денис Образов, капитан команды. Опорный... Видимо, это из-за награждения. Ты играла в проблемы в начале сезона, потому что долго Слуцк не мог определиться с бюджетом команды, и все футболисты, ну или большинство футболистов уже приходили в команду, когда сезон почти начался. Глебко бьет поворотом, и Василючик прекрасно справляется с ударом полузащитника. Замечательный удар получился. И Василючик в этом сезоне, конечно, выдающийся футбол показывает, поэтому и вызвали в национальную сборную. Не могу с тобой не согласиться, Миш. Ну вот. Сейчас посмотрим. Очень много желтых карточек. Видишь, он молодой, но в то же время с характером, да, импульсивный. И я думаю, что... Хороший пас! Это и гол? Штанга спасает, добивание уже мимо. С метра промахивается Вот игрок это момент. Вислочи. Прекрасная возможность была у 11 номера Владислава Морозова. Он 3 мяча в этом сезоне забил, но 4-й не залетел. Да. Что скажешь по моментам? Ну, ты знаешь, что так мне было плохо. Я вообще думала сначала, что был гол, да, так не увидела, но очень хороший момент был. Отметим, конечно же, Да. передачу. Временно пока не может играть в основном составе. Ну и, в принципе, пока Морозов справляется. Дмитрий Там Лисакович с И левой. удар, или, может быть, это Нет, это была, скорее подача? всего, подача, да. Да, Миша, это была подача. Так, Артем Гуренко с левой, тоже Дальше подача. продолжается атака Ислачи. Ну, наконец-то Илья Броновец заполучил мяч в руки. Да, такая подача, которая, если бы залетела, была бы красотища невероятная, но немного не повезло снова игрокам Ислача. Что-то там у вратаря. Я так думаю, что команда может, конечно же, по-настоящему играть. Может, а вот... Классный момент, и Стефана тянут, но убьет Гол. ворота, И и это- забивает прекрасный гол! Слуцк выходит вперед, вот я только говорил про то, Да. что они могут играть лучше, и тут же ошибка. Тут же Стефан это, наверное, Артем исполняет. Гуренко, да, давал пас назад. Сейчас мы посмотрим. Но мяч... При этом Он защитник отдал слабый центральный пас. рисковал. Ты видел, да, что он Да. немного потянул за майку нападающего Слуцка. Тот удержался на ногах. Дмитрий Лисакович. Вот это прессинг от Слуцка. Наконец-то. Впервые они большинство разыгрывают уже половине. Удар. И Сасин, который забил уже дважды в этом году. Мог забить третий, но Да. не забил. Хороший момент. Да, хороший плотный удар. Этот мастер будет исполнять. Да, я думаю, что он сразу в ворота будет бить, Да, да. удар поворотом от Дмитрия Комаровского. Да, Но мяч это где-то в метре ожидаемо. прошел. Да, потому что Дима очень хорошо исполняет Посмотри, штрафные. У Слуцка, давай назову я, это Егор Семенов, Никита в штрафной площадке. Массированная атака, хорошая подача, его до касания получилось пробить, затем добивание, и уже Ковалев попадает в кого-то из А мне показалось, там футболистов угловой. Слуцка. Конечно, футболисты Слуцка разводят руками. Семенов в подборе, находит Шота, и вот уже атака на правый фланг переместилась, пас на Сасина. Альфред выжидает. Сейчас, конечно, важно обыграть и, что, слева? пробить. Пробил Сасин, но На месте Василючик Василючик, да. справился. Победу. А, Бабко напрягает Шалашникова. Много И стыков, что? много борьбы. Дает и рефери снова играть. зрители смеются. и что Хороший даст? пас в разрез. Стефан выходит что 1 там на 1. Дибанга? Пробрасывает вратаря и бьет И ворота! это гол! Также радуются зрители, и вместе с ними Стефан забивает еще один мяч и оформляет дубль в этом поединке. Как будто напрашивался этот гол. Так много и часто мы говорили про Стефана. И прекрасно все сделал, да, нападающий? Да, это немножко не слышно, болельщики все нас перекрикивают, да. Молодец, Альфред Стефан, конечно. Не можем не отметить, да, уровень все-таки его мастерства, его скорость, да, как он... Флешбэк и будет играть крайним полузащитником, как он это делал всю свою жизнь. Это воспитанник футбольной школы Минска. Вот как раз Гуренко оказался на острие атаки. И Комаровский, и и бьет, вот. и забивает 2-1. Есть шанс. Да.
И кто, как не Комаровский, отметился голом. Видишь, Очень но важный гол для конечно, Ислачи. И Дмитрий Комаровский забивает уже 7-й гол. лидер, в чемпионате. настоящий капитан. Видишь, надо отметить, что все-таки Артем Радьков, наверное, вовремя, да, свои... По Чарове. Мы так, мы так и не разобрались. Будет, конечно, фантастика. Да. 2-0 проигрывая за 10 минут до конца и спасти матч. И что там? Заброс. Нет. Дмитрий Харитонов все-таки на месте, забирает мяч. Забьет. А вдруг он Джокер? Кто его знает? Лисакович, что, подача! Нет. Ну что? Выше финальный свисток. Да, я с тобой согласен. Да. Сегодня Все. мы увидели равный футбол, две разные идеологии. Одна команда пыталась играть на контратаках, вторая команда пыталась играть и контролировать мяч. Но сегодня повезло больше команде Слуцка.